Жители Жиганска предлагают построить в их районе несколько социальных объектов, которые важны для них. Игорь Борисов поддержал их инициативу. Временно исполняющий обязанности главы республики с рабочим визитом посетил Жиганский национальный инвентарский район. Беседа прошла в формате вопрос-ответ. Подробнее Рудольф Сахаров. Трехчасовая неформальная беседа Егора Борисова и жителей Жиганского района республики, похоже, расставила все точки над «и». Говорили о строительстве нового клуба и молодежного центра, о ситуации на Украине, дорогих авиабилетах и формировании цен на социально значимые продовольственные товары. Вопросов у людей накопилось много. Северным аптекам не хватает своих собственных оборотных средств. Часть населения, она ущемляется в своих правах, я вот что хотела бы сказать. И вот аптеки тянут худо-бедно обеспечивать лекарственное обеспечение населения. А надо бы помочь. Вы тогда нам поможете, какую категорию лекарств считать, что они в обязательном порядке должны быть для обеспечения населения. Вот я хочу сказать, вы должны дать мне этот перечень, тогда я правительству дам поручение, чтобы обеспечить этот перечень. Аптека должна иметь оборотные гарантированные средства. И потом спрашивают по всей республике, ездит по северам, спросить, есть ли это лекарство или нет этого лекарства. Вот правительство такое решение должно принимать. Интересовались люди и качеством сотовой связи. Дамир Кузнецов, сотрудник противопожарной службы района, говорит, что это важно не только для общения, но и вызова скорой помощи и пожарных. По словам временно исполняющего обязанности главы республики, эта проблема актуальна для всей Якутии. Но он знает, как можно ее решить. Мы очень интенсивно работаем с Роскосмосом, очень интенсивно работаем с Министерством связи и информационных технологий Российской Федерации. И что это означает? Это означает в том, что сегодня мы хотим, чтобы Якутия имела собственный спутник, геостационарный, чтобы охватить все территории со своими определенными постоянными стволами, направленными и при этом качественной работой. Заслушав доклады о планах строительства новых котельных, школ, культурно-спортивного комплекса и водозабора, Егор Борисов указал членам правительства подготовить предложения по реализации этих планов. В завершении беседы временно исполняющий обязанности главы признался, что такие встречи важны для него, чтобы знать, насколько правильно действует республиканская власть, по верному ли пути она идет. Рудольф Сахаров, Анна Петрова, НВК «Саха», Жиганск.